5 часов, когда у нас и так далее. Если так, я немножко помню, познакомиться с выставкой литературы. Где представлена литература о жизни и творчестве Михаила Николаевича Юхмана. Но это только малая часть, что мы смогли здесь, в этом небольшом зале, показать. Михаил Николаевич является у нас автором более 300 изданий, и поэтому здесь только у нас часть изданий. Ну, 14 числа мы покажем вторую часть нашим гостям библиотеки, когда будет юбилейный вечер. А пока ознакомьтесь, пожалуйста, с литературой еще 5 минут. Павла Гунба, Паян Берничинов, Тафики Писакуя, Михаил Николаевич Юхман, Видео Сумла книги, Чувашхалов и Епасы, Кунбик, Кирин, Герман Чевич, Пенсиаду Крышавят, по Михаил Николаевич Спидисаном, Урбаксилов, Маловадыш, Михаил Азим, Твиттер, Синджиля, Тухма, Май, Туцан, Видео Аван Чевол, Чувашхалов, Кне, Дорогие друзья, у нас сегодня очень знаменательная дата, и день, потому что на днях Михаил Николаевич у нас празднует свой юбилей, и сегодня мы презентуем его новую книгу «Эпос», чувашский народный эпос «Оптанбик», которая издана в Германии. Мы поздравляем Михаила Николаевича с выходом новой книги и благодарны издателям и переводчикам за такую плодотворную работу именно с нашим чувашским писателем-ученым. Михаил Николаевич у нас является автором более 300 изданий. Часть изданий, я уже отметила, они представлены здесь на выставке. С остальными можно познакомиться на виртуальной выставке Национальной библиотеки, которая представлена на сайте библиотеки на главной странице. Сейчас слово предоставляю Михаилу Николаевичу. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня большой день. На самом деле, Дарья Павловна сказала, Бик, древний чувашский эпос, издан в Германии на прекрасном немецком языке. Очень хорошее издание, переводчик и издатель наш давний друг Кай Эберсон. Давний друг нашего народа, чувашского народа и давний друг России. Он написал более 20 книг о России. И что интересно, в каждой книге обязательно большая глава или несколько глав о чувашскому народу. Потому что у него большой интерес к нашему народу, любовь большой к нашему народу. На самом деле, немцы неспроста интересуются историей чувашского народа, потому что наша древняя история эпохи гуннов связана с немцами, и немцы, это в какой-то степени их возрождение было. Поэтому немецкий ученый, даже в 16 веке, впереди именно немецкий ученый прочитал древние чувашские буквы, руны, прочитал именно немецкий ученый. И что интересно, что я в свое время читал, в 17 веке немецкий ученый приезжал, ездил по России и описывает чувашскую семью. Чувашская семья, говорит, очень дружная, много детей. И самое интересное было для меня, настоящий чувашский мужчина, не посоветовавшись с женой, никогда не начинает большое дело. Интересно были там отмечают. То есть в какой-то степени, видимо, остаток матриархата, что ли, он замечал. А другой ученый
германец или он австриец считается, Герберштейн оставил интересные записи о том, что о шкурах Запад покупает шкуры лисицы, соболя и разные и везде говорит, самые лучшие соболиные шкуры это чувашские. И также отмечают, что чуваши прекрасные мореходы. Видим это с древних болгарских эпохи, после Болгарии. На самом деле наши древние предки имели прекрасную флотилию, боевую, транспортную, торговую флотилию. Все это, видимо, сохранилось. И вот сегодня мы празднуем такое большое событие, создание Кай, я сказал, уже интересуется нашей историей. До этого он 3 года назад издал древний чувашский эпос «Аттил» на немецком языке, тоже также перевод, потом объяснение перевода и исторических фактов немецкими учеными. И самое интересное, я первый раз увидел, когда вот эту книгу, весь чувашский оригинал печатается, чувашский оригинал. И здесь тоже то же самое объяснение известных немецких историков, которые знают историю Волжской Болгарии, историю Чуваш. И, значит, оригинал весь напечатан на чувашском языке. Разрешите теперь начать нашу беседу. Сначала ты пишешь, читаешь, значит, я хочу, чтобы ты слышал. Насколько Миша так хорошо говорит сейчас о ваших женщин, я хочу, чтобы моя супруга Фредерика сейчас вам играет маленькую мелодию, которую вы давно уже здесь уже играли. Давайте похлопаем. Ташмана Багдират, Ясинден Ялан, Дим Пурми, Ташман Тарна, Самган, Халажат Лушта, Шнагудан, Юрура Савара, Салдарбек, Ясы Юлда, Чувашхала Санамарасу, Сутхвель, Тюбере, Сисничух.
Вот, я ваш память. Да, это тоже. Телбая, где я поза малахи мебель, умсмастер. Asıl sizin girdiği kılgan mı? Kılgan gider taban tasrak değil. Onun toplisinde kıtaylı. Man kuygana taban kımhayı. Asıl sizin girdiği omurt müzik. Omurt balarıyla taban değil. Onun toplisinde kıtaylı. Man savazlar taban kımhayı. Asıl sizin girdiği taşıman mı? Taşımada sinderse taban değil. Onun toplisinde kıtaylı. Ман Орозар Иван Хунгаевич. Спасибо. Да, я буду читать на немецком языке, стараясь хорошо переводить в другом форме, как в чувашском языке, но, наверное, звучит все равно. Первец. Ултампик. Ултампик, Ултампik. Du Beschützer des Volkes, ein großer Zar, ein kühner Heerführer warst du. Oft schlugst du dich mit dem Feind viele Tage und Nächte. Und der Tschuwasche, dein Nachbar, vergaß dich nicht. Im Einsatz für Volk und Land verlorst du dein Leben, einem Stern gleich lebst du ewig in unserem Land. Das tschuwaschische Volk wird dich nie vergessen, solange die helle Sonne am Himmel erscheint. Да старый чувашский народ песни, которые писали, как он лучше сказать. Сейчас будет второй часть. Auf der großen Steppe so viel Steppengras, kommen schnell durchs Gras Verwandte. Ich warte am Grab des Ulyp. Meine Trauer, Verwandter, nimm mit. Auf der großen Steppe fliegt ein Adler. Mit dem Adler kommen Verwandte. Ich warte am Grab des Ulyp, meine Freunde, Verwandte, nimm mit. Auf der großen Steppe viele Feinde. Sie zu besiegen kommen die Verwandten. Ich warte am Grab des Ulyp. Mein Glück, Verwandter, nimm mit. Эта песня от Настух. Старый Настух. Хорошо. Там сейчас будет больше и больше и больше текст. Это не будет читать сейчас. И, дорогие друзья, еще хочу сказать, вот до того дотошно работал над переводом древнего чувашского эпоса. Значит, есть русский перевод был, когда мы с ним начали работать. Мы с ним сравнивали чувашский текст, русский перевод. Где какая ошибка там, где не так переведено на русский язык. Помнишь? Да. В нескольких местах мы поправки делали. Это первое. Второе. Мне говорит Кай, надо, чтобы так же звучал, как чувашский текст. Для этого что надо делать? Я говорю, ты читай, я буду записывать звучание текста. Вот, вы заметили? Чувашский текст также звучит. Вот, рифмовка, ритм тот же, держится. А потом говорит, нет, это только недостаточно. Мне, говорит, надо еще подстрочный перевод чувашского, чтобы кто-нибудь, знаешь, немецкий язык делал. И вот, значит, мы нашли очень хорошего этого аспиранта этого университета, Таня, вот, и она сделала еще подстрочный перевод. Вот как дотошно он работал, чтобы довести полный текст в таком же в понимании, как чувашский текст звучит этого эпоса. Wurde man там использовать картинки в нашем языке, которые у нас не бывают. И чтобы это заниматься, надо, конечно,
что ты меня узнаешь, и потом я могу сам объяснить в немецком языке. Вот так, да? Немецким читателям. Да. И потом я хочу еще сказать о немцах. Когда нас Кай пригласил с Ивановной в Германию, там мы читали лекции, очень интересно, слушают немцы. И вот однажды я заметил, на каждой лекции один человек сидит впереди. Так внимательно слушали. Потом, после 3 лекций, точно я помню уже, когда уже так беседуем, встает и говорит: я, говорит, профессор Гроб, директор Института Востоковедения Германии. Я изучил историю Волжской Болгарии и историю Чуваш, историю тех земель, о которых наш гость рассказывал, по источникам Запада. А я, в основном, мои источники восточные, русские, восточные, венгерские, значит, финские, персидские. И, говорит, вот господин Бухна рассказывал, пользуясь источниками восточных народов, но, говорит, самые интересные наши, значит, это выводы по истории Волжской Болгарии и по истории чувашского народа полностью совпадают, что меня очень обрадовало. А потом в следующий раз я пришел и подарил мне подлинный портрет Заратустры. Помнишь? Потому что чуваши исповедовали, редкие чуваши в древности исповедовали учение Заратустры. Это вот подлинный портрет, который сохранился в базальтовых скалах этого Ирана. У меня в кабинете висит. Вот, и потом еще рассказывает, чуваши, говорит, это очень большой народ, древний народ, что так он вдохновенно рассказывает. И, говорит, по территории Чувашии, современной Чувашии проходила главная дорога с востока на запад. Где-то вот по его рассказу получается около Ульяновска, значит, главная дорога с востока на запад переходит на правый берег Волги, а потом по территории Чувашии идет, и где-то около Чебоксар переходит на левый берег, дальше, чтобы до Скандинавии идти. Такая вот главная дорога была. И рассказывает, Чебоксар, говорит, древний город. Вы, говорит, неправильно рассказываете, что всего 500-550 лет, говорит, этот город основан на русском языке. Я об этом потом писал, потому что там, вот он доказывает, это крупнейший ученый, там, где через большую воду переход обязательно должен быть крепость и большой город. Значит, город в Чебоксаре по их источникам, по их исследованиям основан на 11 веке. Это я тоже полностью поддерживаю. Я могу рассказывать об этом много на самом деле. Но когда-нибудь мы, наверное, дойдем, что город наш основан на 11 веке. Это благодаря все Каю Эйберсу. Хорошо. Тогда я буду продолжаться. Значит, я сначала хочу передать привет от моих друзей, которые со мной работали. Я же не просто один работал, они со мной работали. Они там тоже можно видеть в этой книге. Там такие картинки. Это Кристоф Штреснер пришел, который уже работал со мной в этой книге уже. И еще другой человек. Это Айке Зайдел, который занимается монгольскую историю в этой книге. Мы показываем не только от вашего страна, но мы потом исследовали ситуацию, которая была тогда в этом виде, и как Монголия это сейчас, сегодня рассказывает. Как они вспоминают. Все это, все в эту книгу сейчас лежит. Нам тогда большой привет от них тоже. И вообще, я, конечно, очень рад, что я могу быть здесь у вас еще раз в таком книге. Было, конечно, большой труд, как он говорил, но это очень хорошо.
что так получилось. И мы так, я думаю, что вы все, конечно, на самом деле знаете ваши утренника. Наверное. Вам не надо сказать рассказ, о эпос. Это вы лучше знаете, чем я, и поэтому об этом, может быть, сейчас не надо говорить я. Но я хочу вам сказать, как мы книгу делали, что там в этом книге есть. Сначала, конечно, эпос сам переводили, потом здесь написано. Это что? Друзья, да. Здесь еще раз. А здесь мы писали. Книга «Эпос» рассказывает и показывает время, когда середина мира передвигалась от востока, южного востока, Евразии, к Европе. 12 век, когда монголы пришли, зашли в Болгарию, большой Болгарию, и что осталось? Хаос. А середина мира шла на запад. И из этого времени Европа стала больше, а здесь в России, пока и в этом европейском пространстве тогда нормально. Как шевелюри остались. Хаос. Значит, это было, конечно, такой большой глобальное изменение. Как у нас говорят, это был второе народное движение. Вот. Первый бегунов, потом через монголов. А сегодня у нас третья волна. Большая волна. 8 миллиардов людей, 9 миллиардов людей хотят двигаться вокруг шара. Поэтому мы думали, книга имеет не только, это не только важно, потому это для вас хорошо, это для нас хорошо, когда мы вспомним, но это тоже хорошо знать, что сегодня у нас такое время, что мы живем в таком мире, что третий раз мир в таком масштабе изменяется. А куда? Никто от нас пока хорошо знает. Большой проблем, большой шанс, возможности, может быть так и может быть так. Поэтому мы думали, можно из этого очень много узнать. Можно понимать, как этим надо заниматься. Это один очень важный смысл, который лежит. Поэтому после эпоса мы исследовали ситуацию 12 века, когда монголы пришли, откуда пришли, почему пришли, что там было, и как борьба шла. И потом там есть очень много о старых болгар, которые, там часть, которую ты писал, мы тоже переводили сам часть, там части, которые мы еще исследовали, и потом еще, как я сказал, человек, который исследовал монгольский часть, как они сегодня понимают. Я там был, в Монголии и Китай тоже, с ними говорил, как они смотрят на это сегодня. Они думают, это был такой маленький народ, они воевали и все. Тогда. Но как интересно сегодня, меня через таких волнах народов, раньше гоны были такие, Атил был такой большой народ, был большой царь. Он зашли Рим, да? Даже это было в 4-5 веке. А сегодня монголы такие. Маленький народ, маленький остался. А потом монголы пришли, потом монголы пришли, и остался маленький народ. Сейчас не знаю, куда. Сначала монголы пришли, да? Из Кунов пришли. И
Был такое царство, извините, пожалуйста, был такое царство, и был маленький. Потом монголы пришли, и маленький. А сейчас, что сейчас происходит? Такой интересный вопрос. Был такой большой Советский Союз. Что происходит на самом деле? Такой вопрос стоит. Это открытый вопрос. Что из этого следует на будущее? Такие войны очень интересны. Вот, а мы об этом думали, показываем. Вот, и я думаю, я вам скажу самый главный смысл, который мы видим в этом книге, почему мы это делаем. Конечно, первое, что я сам хотел, просто, что ваш эпос и ваш утомбик будет на немецком языке. Это первое, что наши люди, как сказать, понимают, что здесь не только живут русских, славянских, но здесь на Поволжье живут такие люди, которые пришли из Алтая, здесь живут, которые пришли потом из Унгарии, Атилон и так далее, которые здесь живут, чуваши, татари, башкирии, много народов, которые здесь живут. Потому, если я у нас в Германии говорю, я иду в Чебоксара, говорят, это где? Это что? Это город? Да, конечно, я говорю, это город. Это центр России. И там русские живут. Нет, я говорю, там чуваши живут, там татары живут, там башкиры живут, и так дальше. Это какие они? Потом надо, ну, понимаете, потом надо объяснить, ага, мы думали, это центр России, там такие, которые там идут, по Волжье, романтика такая, да, русская. Нет, говорю, они там живут. Значит, чтобы узнать Россию, как международное государство и организм, где живут мирным путем разные народы. Не всегда мирно, конечно, но сейчас больше и меньше мирно, и это хорошо, что идут своим культурным путем, и что восхождение культуры, скажем, идет мирным путем. Если я смотрю на Азербайджан или Армению, сейчас я думаю, надо вспомнить мирным путем надо идти. Мирным путем. Да? У нас так много конфликтов. И нам надо узнать, нам надо учитывать историю. И в эпос там, конечно, оказывается, что Утунбик и его люди старались жить в мире. Они соглашали на договор. Ну, конечно, мы знаем, как это кончилось. Но ничего, надо знать, что только таком образом на самом деле можно жить, если идешь договорным путем с соседом. Да, тогда. Об этом там речь, там много об этом говорят. И вот так мы сейчас показываем нашим. Смотрите, как там живут. Это не просто такая большая, опасная Россия, как у нас сейчас говорят, да? Как у нас сейчас пока говорят. Люди пока немножко не знают, что такая Россия, да? Это не только такой очень опасный путь и так дальше, но это организм разных народов, которые там в центре Евразии, и смотрите, такие. Это был первый смысл, почему мы делали. И второй, конечно, что мы просто хотели, что у вас будет тоже радость для этого. Поэтому я знаю, конечно, что первый книга архиве будет вам хорошо. Поэтому будете стараться это делать. Что интересно, меня сейчас, когда я сейчас приехал, тогда первый раз был Атилон, 5 лет назад, да? Ну, конечно, это было очень важно, и это очень интересно, и все думали, о, как хорошо Атилон, наш отец. Но когда сейчас приехал, я заметил у тебя и у других, что Утунбик еще интереснее на самом деле. На самом деле еще интереснее. Почему я так думаю?
Может быть, вы по-другому думаете, скажите потом. Аттила уже давно, хорошо, давно. Но Ultim Pik, он был последний вашего Болгарстана. Значит, это ближе еще. Он еще с вами живет на самом деле. Да? Я это чувствую. И поэтому кажется, что Ultim Pik ближе к вам сейчас, чем Аттила. Это интересное наблюдение у меня. Да? Вот это первое, что я сейчас хочу сказать о книге. Вот, конечно, если там был человек, который со мной говорил сейчас, как вас зовут? Петров, да? Хорошо. Мы их встретили 25 лет назад. Там дом юношей Печатов. И там круг молодых людей меня спросил, почему вы пришли? Что хотите здесь, в Чебоксарах? Был круг, была большая дискуссия, а мы сейчас еще раз встретились, это очень хорошо, спасибо. И я вспомнил, конечно, как это было. Как мы сначала здесь встретились, и я думаю, я должен рассказать маленькую историю, да? Миша меня приглашал домой, там мы сидели, и он сказал, смотри, у меня там есть такая пачка, и в этом пачке лежит манускрипт, как у нас говорят, типоскрипт, да? Манускрипт. Он открывал, сказал, смотри, здесь сказка, легенда о Аттиле и Крикильде. И я смотрел и думал, о чем он говорит? Это же наша история о Аттиле и Нибелунгов. А мы смотрели на друг друга, он как старый рун, скажем так, и я как старый викинг. Да, вот старый немец сказали, это наши или ваши? Тогда мы решили, это надо переводить, это вообще надо издать, надо переводить. И долго на этом работали, и наконец лежит. Ну так мы работали и долго, и я был здесь почти каждый год один раз. Очень часто был, да? И, конечно, это очень интересная ситуация здесь. И я узнал в течение времени, что у вас живет, ну, скажем, 20 миллионов чувашей здесь, и вообще в России, и так далее. И через это я понял, что такое международный организм народов. Вам надо сказать, я хочу вам сказать, что наши люди сегодня на самом деле не понимают Россию. Это. Они не понимают, что Россия это не просто национальное государство, но Россия является международным, многонародным организмом. Это организм, это не государство в таком смысле национального государства. И из этого следует очень много непоминания. Непонимание, да. У нас. Они думают, как Путин выступает националистом. Кошмар. Нет. Совсем другое. Он выступает человеком, который дает консенс. Понимаете, консенс, который, ну, скажем, будем жить вместе, как можно. Вот так. Это очень трудно в данной ситуации. Это у нас вообще не понимает. Но это только понимаешь, когда здесь, сюда придешь и видишь, как здесь живут. Чуваши, татары, и так дальше, как они вместе живут. Да? Это очень важный смысл. Это книга тоже, да? Который сегодня у нас можно через эту книгу тоже понимать. Вот другой смысл, который я вам хочу дать. Когда мы издали книгу сейчас, были люди у нас, которые говорили, это неправда. Это миф. Это миф, это фантазия, эпос, да? Я сказал, ну, извините, пожалуйста.
на первое это эпос. Эпос всегда не история. Эпос половина история, половина миф, половина легенда. Вот устном образом передают и, конечно, живет. Ну, поют. Так. И так, конечно, в этом смысле, конечно, изменяется. И каждое издание будет немножко по-другому, чем другое. Это первое. Это у нас эпос Нибелунгов то же самое. Они тоже эпос это эпос. Но кроме этого, там есть еще такой очень серьезный, скажем, смысл, как можно смотреть на историю. А мы так думали. Бывает немецкая история, которые говорят, которые пишут книгами. Это является официальная история. Бывает русская история, которая пишет книгами, бывает официальная русская история. Хотя я уже знаю, что в течение времени были разные истории. В России даже там была царская история, советская история, история перестройки, и до этого была еще история, и сейчас путинская история. Так дальше. Каждое поколение пишет свою историю с новым, на самом деле. Но, конечно, они всегда думают, что они должны сказать, что история такая. Так должен быть. Я думаю, нет. Я думаю, история имеет всегда свои разные стороны. Скажем. И в этом лежит очень большой, скажем, возможности смотреть на историю не только через числа. Скажем, это было в этом году, и так иначе невозможно. Но там еще совсем другие, скажем, знаки, там еще топография, там еще культура, там еще песни, там еще люди, которые рассказывают, как они жили и так дальше, так дальше. Значит, бывает, кроме официального истории, бывает история, если понимаете, о чем я говорю. И не только история, но еще история таких людей, которые не победили, которые были такие большие, но стали меньше, как Гунов, ну, потом как монголов, как болгаров, сейчас такие маленькие чувашки, республики. Вот так. Ничего имеет своя история, и своя история имеет свою правду. И правду истории на самом деле существует из разных сторон. И нельзя сказать, это было только так. Надо уширить смысл, смотреть на всех сторон. Это называется у меня культурное возрождение своего традиции и своего жизни, вообще своего ума. И мы думали, это очень важно, что наши это понимают, что здесь живут не только русских, не только, скажем, башкиров, не только монголов и так далее, но разные. Это самый главный смысл. Да? И, конечно, обычно говорят, история должна быть такая. Нет, нельзя так. Насколько, если люди так выступают, это уже опасно, это будет уже этнический конфликт. Этнический конфликт не надо. Надо жить в таком добровольном образе. Еще такой очень интересный смысл, который нам пришел, когда мы переводили. Это эпос говорит о времени, которое было очень кровавое. Кроваво, плохая. Страшно просто. Для вас здесь, в Евразии, для нас тоже там, когда монголы пришли, они зашли, потом Багдад, no? Исламский калифат, зашли, конец этого калифата, новое время, из этого развиваться и так дальше. Это было такое страшное время, 1 век.
и больше даже. И, конечно, надо думать, если я представляю, что я жил бы в этом времени, не хотел бы, конечно. А если я живу сегодня, я говорю, хочу я сегодня жить, даже тоже не знаю, что лучше тогда или сейчас, тоже сегодня кроваво. Сегодня тоже кроваво. Поэтому надо, конечно, узнать, как можно жить в нашем мире, когда так много конфликтов. И как можно жить. И что нам интересно стало в этом эпосе, что хотя они пришли и воевали в таком очень страшном образе, монголами, и русские потом только пришли помогать. Ну, тоже такая интересная ситуация. Как это было? Ludovic там выступает в этом эпос, скажем, информации, или как на русском сказать, что эпос нам скажет. Ludovic там выступает и говорит своим детям. Они нам придут, они хотят нас уничтожить, да? Что делать? Мы хотим жить в мире, и сначала в эпосе показывает, как он получает дочера, потом получает сын, и как они там живут хорошо, в Болгарии, потом Пиле. И все это такая хорошая ситуация, это очень интересная ситуация, как они вместе живут, разными религиями и так далее. Это все мирным, очень мирным путем там живут вместе. Это показывается, да? Первые главы. И потом, конечно, начинает война. Что интересно нам, там нет героизма в этом эпосе. Нет героизма. Он только говорит детям, давайте, надо же изучать, как сам себя, как идти против таких врагов. Ты должен знать, как воевать, как война ведешь. Но война это плохо. Мы не хотим войну. Мы хотим, это не хотим. Значит, героизм нет. Обычно или часто бывает, что такие эпосы есть такой героизм. И вы, конечно, все старые здесь вспоминаете Советский Союз, ну, героизм, да? А мы это вспоминаем, наши героизм. Не надо. А сегодня тоже героизм. Не надо. Зачем героизм? Надо, что хорошо живешь, и если возможно, идешь таким мирным путем. Если возможно. А если невозможно, надо защищаться, конечно. Себя, дети, вообще семью и так далее. Это в этом эпосе очень ясно показывается. Поэтому мы так решили, что, даже сказали, хотя это занимается войной, это не воинский эпос. Это эпос о мире. И это нам важно сказать, важно понимать, как урок истории. Понимаете? Вот. Да. Значит, я не хочу только говорить свой эпос, хочу вам тоже немножко рассказать о нашей сегодняшней ситуации. Конечно, наши отношения между Востоком и Западом пока не в таком состоянии, как у меня было бы хорошо. Я думаю, ситуация такая напряженная, на самом деле. Когда мы пришли первый раз, тогда, в 91 году, тогда же было такое открытое время. Ну, конечно, это была перестройка, гласность и так дальше. Вы это вспомните, конечно. Тогда можно все сказать,
когда Горбачев был большой герой, на самом деле, у нас, да, у нас. И мир, казалось, открыт на будущее. Потом Ельцин, приватизация и так дальше, вы это знаете лучше, чем я. И потом сейчас Путин, который явился как стабилизатор. Стабилизатор. Может быть, не все хорошо делает, но как стабилизатор он хорошо действует. Действовал и действует сейчас. Но наши, которые заранее очень любили Горбачева, тогда, сейчас уже думают, ну это уже история, они еще больше любили Ельцина, потому он продал просто Россию, значит, на Запад. И они хорошо взяли, думали, можно Россию колонизировать. Так они думали. А потом, сейчас, когда Путин пришел, он, конечно, немножко по-другому выступал, и из этого времени отношения медленно изменился. Сегодня у нас, пока вы это знаете, отношения наоборот. У нас такая ситуация, что у нас говорят, у вас Россия опасна. У нас говорят, Россия опасна. И нам сейчас приходится показать, что Россия не просто такое национальное государство, которое хочет стать новым империей, но что Россия является государством или организмом, который живет, как я это сказал, многонациональный организм. Да? Значит, нам такая задача, скажем так, нам и вам тоже показать, что можно жить хорошо, если можно и идти таким добровольным путем договоров. Это надо. Надо, чтобы мы переживем ситуацию, которая сейчас. Вот, что еще сказать? Много могу еще сказать, но может быть хватит уже. Я думаю, лучше было бы, если у вас было бы вопрос, я отвечал на вопрос. Я обычно так выступаю, если выступаю, когда выступаю. И хочу еще благодарить всем нашим бишам и Чувашскому центру и всем, которые помогали сделать такую книгу. И надеюсь, это еще надо сказать, надеюсь, что найдем еще тут дальше работать. Дай Бог. Там есть еще большое богатство в азиатском пространстве. Так много легендов, так много лежит, которые до сих пор, скажем, не знаю. Есть у вас, у тебя, не только там у татаров, у башкиров и еще дальше. Надо, пусть живет. Когда живет, когда культурным образом развивается, тогда будет возможность жить вместе. Тогда вам спасибо, что вы слушали меня. И надеюсь, что можно сказать, книга у нас, это надо сказать, извините, страшно долго у нас. У нас даже страшно долго. Это можно покупать, но это можно тоже здесь покупать. Если человек здесь хочет покупать, даю скидки. Можно говорить. Хорошо? Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня на нашем таком нужном мероприятии присутствует первый заместитель министра культуры Оринов. Давайте. Изепля Михаил Николаевич, Изепля Ханадзем, сын Ладзем. Уважаемый Михаил Николаевич, уважаемые наши гости, народ тоже сыграл большую роль в освоении космоса. Это наши выдающиеся личности: Андрей Григорьевич Николаев, Муса Манаров, Николай
Бударин, Николай Михайлович Бударин. И, во-вторых, конечно же, хочу как бы некий такой символ привести. Чувашский мир – это тоже космос, и большой космос. Я как бы хочу говорить, именно начать от Чувашии. И у нас есть свои космонавты, в кавычках, если так можно выразиться. Потому что изучение космоса – это для всего мира, это, сами понимаете, все новое, никто не знает. И точно так же наш космос, чувашский мир, тоже огромен. И очень много выдающихся людей, историков, ученых, писателей, которые обращались к истории чувашского народа. Мы не должны, конечно же, забывать нашу историю, наши корни, наших пращуров. Я могу их перечислить, вы их прекрасно знаете. Хунны, гунны, сабиры, жужжане, авары, агуры, хазары, булгары и чуваши. Вот мы современные. Не было бы наших пращуров, конечно, им тяжело было, вот как наш уважаемый гость Кай уже и про Атилу вспоминал, но много чего пишут. Конечно, история, она есть объективная история, и есть как бы заказная, что ли, история. Мы это все прекрасно понимаем, в советское время так писали, но есть заказ, значит, вот так нужно преподнести народу. Но есть что-то основное, главное. А вот про главное, кто может писать? И когда читаешь произведения Михаила Николаевича Юхмы, ну вот далеко не нужно ходить, вот древние чуваши. Вы, я думаю, все ознакомились с этой книгой, и вы знаете про наших чувашских предводителей, про наших улыпов, богатырей. Если даже не читали, хотя бы перелистали, посмотрели, вы знаете, это же просто здорово. Здорово для, во-первых, для нынешнего поколения и для будущих поколений. И как-то мы с Михаилом Николаевичем общались, вот, Михаил Николаевич, вы откуда это все знаете? Вот, ну, он как-то очень хорошо и красиво как бы ответил. Ну, историю, естественно, нужно знать, что до нас написано, что до нас было, это все нужно знать, иначе мы сами чувствуем себя ущербными людьми. Вот когда ты знаешь, уже некое вдохновение приходит, и вот это вдохновение касается особенно вот таких выдающихся людей, я не побоюсь этого слова, как Михаил Николаевич Юхма. Ну, тут есть и доля фантазии, все есть, все присутствует, но это опять-таки, как опять-таки наш уважаемый гость Кай заметил, это из поколения в поколение передается, и по сегодняшний день как бы сохранились эти мифы, легенды и так далее. То есть то, что услышал Михаил Николаевич от односельчанки, да, вот, и пошла работа, пошла творческая работа. И вот в этом произведении, и не только в этом произведении, есть светлое начало. И вот на сегодняшний день, да, конечно, сложная ситуация в мире, я с вами полностью солидарен, но что я хочу сказать, как вот выйти из этой ситуации? Вопрос возникает для всех это, и для немцев, и для итальянцев, и так далее, и для американцев. Я не думаю, что все такие вот агрессивные. Не может этого быть, мы в это не верим. Но чтобы вот эту стену, как в свое время, вот вы вспомнили Горбачева, вот эту стену, Берлинскую стену, как разрушили, вот некая стена сейчас воздвигается, но это не столько, ну вы сами знаете, не столько, наверное, это от нас, но надо же защищаться, защищать себя, вот как Илтенбик, вы тоже привели в пример, как своим детям там говорит, ну надо же жить, надо же жить. Вот я прочитал одно произведение
историческое, опять-таки, и Чингисхана касается, и Атилу. Вот они шли и нам преподносили каким образом? Вот после них там вообще ничего не оставалось. Все сжигали, все уничтожали, убивали и так далее. Есть другая версия. А все это сохранялось. Вот куда они пришли, допустим, вот то территориальное пространство. И там все, что было, это все остается. Но есть человек, Турган, вот оставляли своих людей. И никого не уничтожали, никого не убивали, и не сжигали, и так далее. Вот мне кажется, вот эта версия, да, разные версии, вот мне кажется, вот эта версия, она близка моему духу, например, вот как я вижу сегодняшний мир, и в этом отношении, вот то, что вышла эта книга, замечательная книга. Вот как только вы выпустили эту книгу, Михаил Николаевич пришел в министерство, мы полистали, пообщались и так далее. Замечательная книга. Так вот такие события, они как раз вот выстраивают отношения между народами, между государствами. Не будет этих вот, скажем, границ таких вот, искусственных границ, там, государственных границ. Вот такие события, выпуск книги, выпуск спектаклей, фильмов, общение, вот прямое общение. Вот как приятно слушать наших гостей, как сейчас вот такой монолог был, изумительный монолог. Я с удовольствием и с интересом вас послушал. Но для того, чтобы жить, вот я опять-таки, прямо сейчас вот пришла мысль, как сделать так, чтобы не было войны? Не было войны. Но вопрос войны и мира, это всегда, во все времена это было, я не знаю, и в дальнейшем, может быть, это и будет, но для того, чтобы минимизировать, выражаясь современным языком, чтобы поменьше уничтожали друг друга и жили в мире, для этого, вот, например, пример Чувашии. Чувашия. У нас в нашей республике представители 128 национальностей живут. Но про нашу родную Чувашию что говорят? Во всем мире говорят. Вот и слава Богу, что и немцы будут иметь представление про Чувашию. Вы говорите, многие не знают, на самом деле не знают. Но мы как живем? Мы живем в мире, в дружбе. Чтобы всегда стабильность у нас между народами, между национальностями. Мы даем возможность всем национально-культурным объединениям, у нас 33 национально-культурных объединения, зарегистрированных официально в нашей республике, так они проводят свои вечера, они мероприятия свои проводят. И мы, я имею в виду власть, государственная власть, конечно же, помогаем в этом отношении. И вот то, что... Возвращаясь к основному событию, Илтенбек, вот это, конечно, как вы говорите, это радость. Радость для всех, для нас, присутствующих, и для всех Чувашии, потому что в Чувашии, наверняка знаете, 67,7% в Чувашии проживает именно чувашский народ. Вот. И мы рады этому событию, мы рады вас приветствовать на чувашской земле, уважаемый Кай, ваша супруга, я так понял, да? Да, очень приятно. Спасибо вам за эту прекрасную мелодию, музыку. Спасибо вам, вы тоже наш гость, я так понимаю. И хочется, чтобы вы поближе еще, почаще приезжали к нам, и чтобы наши отношения еще на высокий уровень поднимались, наши отношения. Поэтому спасибо вам большое за такой титанический труд. Я знаю, это очень сложно. Я тоже творческий человек, не просто чиновник, я творческий человек, я режиссер по профессии. Поэтому я понимаю, что это такое и как это делается. Всю кухню знаю, выражаясь таким языком. И поэтому
позвольте от вашего имени, дорогие друзья, поблагодарить наших гостей, поблагодарить Михаила Николаевича. А Михаилу Николаевичу мы особо скажем послезавтра еще. Вы знаете, наверное, я надеюсь, что вы придете на наш творческий вечер в 2 часа здесь же, в Национальной библиотеке на 4-м этаже, там в большом зале. И мы будем еще много лестных, хороших, заслуженных слов будем говорить в адрес нашего уважаемого Михаила Николаевича Юхмова. Спасибо. Давай хотим послушать еще немецкие древние мелодии. Спасибо большое. Это мотивы не только немецкие, это и древнечувашские, может быть, или современные даже. Это вот, может быть, арабские. Каким годом вы отметите? А сейчас, дорогие друзья, давайте послушаем значит, песню на чувашском языке, которую исполнит, представляется, потомок древнего болгаро-чувашского князя Тимиря Азера. Это род Тимирязевых. Прямой потомок Тимирязевых. Здесь сидит наша Швельги, писательница, прекрасная талантливая поэтесса и исполнительница песни. Это деревня Швельги. В 2012 году познакомил Михаил Николаевич Юхман. Я приехала к нему что-то по делам, а я говорю, вот я говорю, мне надо, я говорю, через 2 дня ехать в Большой Тайгу, Яческий район, где я родилась. У нас там, наверное, следующий праздник будет, Петров день. У вас такие праздники мои есть, но в Чувашии точно есть. Я не знаю, у вас есть такие праздники. Вот. Михаил Николаевич говорит, вот, если вас беседует, говорит, это Каевнерс говорит, а я первый раз слышу его. Ага. Говорит, покажите, какие у нас обряды, такие костюмы, такие красивые. Вот там у меня фотографии лежат, можете посмотреть. Он тоже там фотографии, да. И вот народ как принял. Вот раньше, да, действительно у нас другие понятия были, вот как сейчас Каевнерс говорит, да. Действительно, война есть война. Так и мы тоже так думаем, да. А сейчас после этого у нас в деревне, он там выступил по-русски, им очень понравилось, столько народу было, да, ведь он фотографировал, фотографировал, я даже свою книгу издала, он тоже здесь стоит, вот с моими этими певцами, перебор этот день, вечер праздник называется, вот такие костюмы чувашские. Ну и другие фотографии, очень много, конечно. Вот. А потом говорят, вы помните, как они говорили, вам 100 лет жить, 100 лет жить, все кричат. Это же здорово. Да, Это вот эта дружба началась после этого.
Сейчас, а потом говорят, а что он, откуда приехал? Я говорю, с Германии говорю. А что он приехал? Я говорю, вот хочет книгу издать о чувашской культуре. Да? Как это так? Германия? Этот немцы, про Чувашию книги издавать? Я говорю, да. Потом, через некоторое время, я же часто езжу в деревню, ну, постоянно езжу, потом у меня сын ехал туда. И спрашивают, вот тоже, я совсем недавно ездила, тоже спрашивали, ну когда же этот поэт приедет? Уже спрашивают. Ну, потом уже говорили, ой, какой он добрый, какой простой. Ну, никогда бы в жизни не могли мы подумать, что человек с Германии может вот так общаться. Он там по-простому, конечно, и мужчина там сидел, там на гармошке, там около гармошки, там фотографии там лежали, передачи, пусть посмотрят люди. Очень интересно. Вот действительно, вот доброта, простота людей общает. А общение – это великая сила. Но я много не буду говорить, я очень много говорю, я все-таки поэтесса. Вот. Я очень рада вас видеть сегодня. Я очень обрадовалась, прям я тоже, конечно, очень ждала. И ваша супруга, тоже замечательная женщина, очень понравилась. Я про вас говорю. Конечно, я звать не знаю. Вот. А я хочу теперь подарить вам свою книгу. Тут и икма есть, ну, тут и фотографии, мои стихи там. Можем посмотреть. Это вам на память. Книга называется, переводя на русский язык, «Как прекрасен этот мир». Хорошо. Да? Большое спасибо. Можно я вас опять? Я вам желаю, конечно, еще больших творческих успехов, счастья вам, счастья, любви, ну, неиссякаемой энергии и удачи бесконечной. Пусть вам удачи будет. Вижу 100 лет. Жить 100 лет, а сказали 100 лет. А сейчас я поеду в деревню, скажу, да, он приезжал, скажу. Вот у нас встреча была такая. Обрадуется, конечно. Сейчас у нас в деревню совсем другие понятия. Как хорошо, а мне даже приятно, что народ сейчас по-другому, по-хорошему начал думать. Здорово, да, ведь? Вот так побольше вам общаться, еще где-то. Когда мы время, я был отлично. Да. Слишком буду. Вот. Если заранее знаете, тогда... Михаил Николаевич, может быть, я себе другим расскажу. У меня немножко губ, я простыла. Как-то что это мне... Большое спасибо вам. И передайте вашим друзьям, что я очень, что меня очень интересно. У меня очень много еще книг об этом рассказывали. Я очень хорошо, скажем, есть. Я очень вспомнил удовольствие. Приезжайте много-много раз. Пусть у нас будет всегда дружба и мир на земле. Ну ладно, я сейчас попробую спеть. Вы, конечно, это... Ну, где-то два. Мантаван ялашинде, урманы самнаки, уншите тюрете, кашни тюретень, поход перератаван, шашите тюретень, телене чаялам, анчафтаван килдень, саланча шите шул, Эмрирдедике, мище жир трэшу, кашни тюретень, поход карьерадаван, чашите тюретень, телене чаялам. Пердюмен диемра, тюретелене шакат, тюретене вара, а не прущабака, тень волмана чане, тень ямога чане. Ой, не могу дальше. Простые учиться. Дорогие друзья, у нас с нами сегодня на самом деле многонациональная аудитория.
Представляется, с нами сидит из Палестины, араб. Это всеми нами любимый товарищ, друг наш, это доктор Бастан. Слово. Хочу добавить, дорогие друзья, как мне здесь доктор Бастан, а его супруга из нашей деревни. А отец супруги, когда я был маленький, спас меня от цыган. Йорга Шпульгар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы действительно в такой день, который нам нужно помнить своих героев. Народы, которые не имеют героев, о них невозможно ничего говорить. Часто даже встречаю, когда кто-то восхищается Арабские Эмираты. Я говорю, хорошо, восхищайтесь. Назовите мне один поэт в Эмиратах. Назовите мне один певец. Назовите мне один космонавт. Назовите мне один ученый. Назовите мне один герой Олимпиады. Назовите. Нету. Народы и нации измеряются не в количестве добитых баррелов нефти или газа, 1000 кубов или сколько, а в умов этого народа. Вот это настоящее богатство, которое никогда в жизни никуда не уйдет. Ведь, когда говорил уважаемый гость из Германии о том, что эти войны, да, обидно, но ведь эти войны происходят из-за нарушения прав народов на жизнь. Кто попросил Америка нападать на Ирак и убить 1,5 миллиона иракцев? 13 лет тому назад Америка убила 1,5 миллиона иракцев и около миллиона вдова, и осиротила около 8 миллионов человек. Кому было тогда 7 лет, сегодня 20 лет. Конечно, он может отомститься, брат за сестра, взять оружие, он уже потерял смысл жизни. Кто дал им право нападать на Афганистан, убить 1 миллион человек, разрушить всю культуру? Кто дал право разрушить Сирию, разрушить Ливию? Ведь народ жил нормально. Народ жил, получал деньги, был обеспечен. Почему надо играть в судьбу народа? А потом говорит, вот терроризм. Не поймите, он так просто терроризм не рождается. Я об одном мечтаю, чтобы деятели культуры возглавили мир. Когда мы будем купаться в цивилизации, они будут делать мир более красивым, более интересным. Когда поэты, писатели возглавляют наш мир, он становится красивее. Они никогда не захотят ничего разрушить. Они ведь находят какой-то цветок и о нем стихи сочиняют. Как они могут потом какой-то дом разрушить, или какой-то мост сжигать, или какой-то... Они люди духовные, они люди, которые могут сделать нашу жизнь красивее. Я не могу не вспомнить сегодня, что Советский Союз поднимался в космосе в этот день Юрия Гагарина. Это герои. Люди, которые защищают свою культуру, свою историю, которые добиваются для своих народов достижений в науке, это герои. Я не согласен, что не нужен героизм, может он по-другому ведет. Потому что как это, если нападали на тебя, как не нужно? Тут надо сражаться. Если ты не будешь защищать своих детей, свою жену, свою семью, тогда кто ты после этого? Кто ты после этого? Поэтому хочу сказать, что национальные герои и герои, это те, которые служат своему народу и мир, и добра на земле. А если он служит другому народу, против интересов своего народа, то это уже не героизм. И вы знаете, как это называется. Поэтому я очень рад был вас услышать. Прекрасная работа вы сделали. Надо укрепить эти работы, отношения, дружба. От дружбы еще никто никогда не проиграл. Я уроженец Палестины. Родился 80 километров от того места, где родился Иисус Христос. И когда вижу даже в Чебоксарах, или куда бы я в России не ездил, церковь, для меня это моя родина. Церковь – это там Иисус, это моя родина. Я ощущаю в этом доброта. Ведь Иисус Христос 2000 лет от Него нет. Но до сих пор большинство жителей земли Ему верят.
У него не был ни министр информации, ни министр культуры, ни министр печати, ни премьер-министр, ни министр обороны, ни армии, ни танки, ни самолеты. У него было доброе слово. И Чувашия гордится своих героев. И один из них, уважаемый Мишей Юхмат, он национальный герой по-настоящему, потому что он раскопал историю чувашского народа и показывает ему, он показывает путь своему народу, правильный путь. Он показывает свет, по которому они должны идти, в туннеле, чтобы правильно продолжать свою жизнь и сохранить свои традиции, обычаи и культуру. Хочу сказать, что народы, которые теряют свой язык, свою историю, они исчезают. И для того, чтобы Чувашия не исчезала, нужно бы больше таких людей, как Мишей Юхмат. Да, может кто-то скажет, там сказки пишет или что-то. Но я сейчас вспоминаю, один философ говорит, вы что хотите? Если бы историю писали, как оно есть, это было настолько скучно, и читать невозможно. Спасибо. И дружба только может спасти мир. Хорошие отношения, добрые отношения между людьми, народы мира должны отстоять свои права, должны отстоять против войны. И должны соревноваться в спорте, в культуре, в поэзии, в фильмах, в спектаклях, в песне, в науке, в технике, в космосе. Вот где они должны соревноваться. А убить человека – это не героизм, это трусость, это зверство. Ты ему не дал жизни, чтобы ему лишить этой жизни. И не имеешь на это права. Спасибо, дорогие друзья. И с праздником, дорогой Мишей Юхмат. Я еще скажу послезавтра на вашем юбилее. Сегодня присутствует с нами здесь Виктор Чугар. Это режиссер, молодой режиссер Чебоксар, который очень много фильмов уже снимал, очень интересные фильмы. В Германии он постоянно, он живет в Германии и Чувашия. Снимал недавно фильм о изучении немецкого языка путем комедии, он сейчас его монтирует. До этого «Продвижение» снимал, тоже в Берлине снимал и так далее. Последний его фильм был «Приключения иностранцев в России», доктор Басари, «Приключения иностранцев в России», в котором наш друг Мишей Юхмат был один из главных героев этого фильма. Вот. И сейчас он снимает фильм, который называется «Движение в Чебоксарах». Этот фильм, который должен стать визитная карточка для всего мира о Чебоксарах. Должен привлекать сюда людей, что это не коммерческий фильм, это добрый фильм, что здесь, чем гордится Чувашия. Чем будет гордиться Чувашия. Поэтому я прошу показать всякие содействия министерства, чтобы этот фильм был показан на столь и таком уровне, то есть, что нужно, материал или что предоставят ему, чтобы этот фильм все-таки увидел свет, и мир его увидел и стал ближе к Чувашии. Давайте встретимся, конечно, пообщаемся. Спасибо. Спасибо. Такое упоминание еврейства меня тоже очень нравится. В этом, конечно, я завершаю совсем. Спасибо. Вот как получается, я забыл свой телефон на работе. Забыл себе и приехал сейчас. Очень интересный гость, оказывается, из Казахстана. Представитель президента Казахстана на Дмитрий Хмыковой, там у нас в офисе. Потому что я интересные исследования писал о чувашских учителей, воспитанников Симбирской чувашской школы, которые принесли большой вклад в возрождение казахов еще до революции. Поэтому президент Казахстана очень высоко, оказывается, оценивает эту реальность. Сейчас хочет выступить наш добрый друг, профессор Егор Васильевич. Я единственное, как выступил наш зять чувашский,
Весь народ, он философ, он доктор. Ну, удивительно, конечно. Добрее доброго ничего нет. Конечно. Что, мы все на этой земле гости. Пусть я из Палестины, из Германии. Нигде мы не гости. И кто раньше уйдет, кто позже, мы должны оставить красивый след. Как в пустыне ходит человек без шума, но след остается. Единственное, это возникло опять по древности моей. Я уже, так сказать, догоняю своего однокурсника, брата. Я о нем осмелился написать, вот 4-я книга, я меня полностью чувствую, человек-энциклопедия. 4-я книга, это моя человек-энциклопедия. Писалась эта книга. По-простому писать трудно. Объять его невозможно. Это удивительно. Я вот хочу единственное сказать ему. Ну, во всяком случае, притча моего деда по матери. Внук, что сильнее ветра? Спрашивает дед. Обучает, конечно, внук. Я говорю, наверное, дружба, дед. Маленький тогда был. Дружба. Хорошо. А что сильнее молнии? Я посмотрел. Тоже ответ. Дружба. Я все повторяю. То же самое, что-то он когда-то рассказывал мне, наверное. А что сильнее мира всего на свете? Опять-таки дружба. И удивительный наш добрый немец, это великий педагог есть, немецкий педагог Листерберг. Это же он говорил нам, что в мире самого доброго, в мире и сила только в дружбе и доброте. И надо верить людям. Сила должна быть в добре, в уме и в труде. В этом я вижу пример своего однокурсника Михаила Миши и его жене. Удивительно, она тоже писательница, и все идет, когда они в этом самом. Я вначале первый раз видел моему стыду, думаю, наверное, Миша помогает Розе. Читаю, о, вот как, стиль не подходит, совершенно другой стиль. Рождается новая писательница. Семья писателей. Поразился, удивился и уважаю обоих по-настоящему. Что значит быть толмачом, переводчиком? Это может быть по-настоящему вторым соавтором. Спасибо вам, немецкий брат. Это вы второй автор. Кто сделал классиком чувашской литературы, народным писателем Михаил Юхнов? Я считаю, древние чувашские легенды. Бабушки, дедушки, пращуры, как говорил замминистра. Так, и я ожидаю, скоро мы слышим о власти немецкой литературы после той большой дружбы с чувашами. Что дает секрета? Обучались мы дети войны. Мы говорили изучать немецкий язык. Не будем. Это язык врага. Уничтожали наших отцов. Было. Это действительно война. И вот представьте, и нас умные учителя учили, это язык еще Гёте. И цитировали стихи. Они нам нравились. И мы с тех пор и всегда пошли по правильному пути. Не виноват немецкий народ. А отдельные люди, эти отдельные люди, плохие люди,
здесь у любого народа. От этого никуда не делись. Я единственное хочу сказать, вот в такой великой дружбе, в такой большом и интересном форуме я сижу впервые, хотя на разных уровнях конференциях, симпозиумах был. Сам только в 2015 году создал впервые в Чувашии, вот сейчас, когда стареешь, хвастаешься, вебинарные, то есть интернет-конференцию на тему воспитания доброты и гуманности в поликультурном пространстве Чувашии, Поволжья, России и мира. 570 страниц. И самые важные статьи – это его брата, тоже писатель, брат, удивительную книгу о родном селе написал. О роде Юхмы, это брат написал. Даже иногда лучше, чем Миши. Он же старший, В этом его оправдание, в этом его и правда. Удивительно они люди. Вот. Я хочу сказать, надо бы вообще действительно примером от древних наших мифов чувашских, надо брать тех, которые создают эти мифы. Историк, большой историк, врач, студенты его не понимал, когда он начал студенческие годы писать эти легенды. Как так? Не может быть так. Откуда ты взял, что такая легенда была? А потом, недавно, на 75-летие Юхмы, выступили мы по телевидению, он признавал свои ошибки, прощенный и ушел в другой мир. Очень серьезно, хорошо. Полюбили его по-настоящему. И надо сказать, этот Миши у нас из 1000 человек чувашей рождаются впервые такие люди, как Иван Яковлев. Это первый у нас патриарх чувашской культуры. После этого были народные поэты Константин Васильевич Иванов, то же самое, 1000. А этот черт знает, что он такой. Он и поэт, он и драматург. Строится великая стройка, тракторный завод начал. Он первый там рабочий работает, и книгу пишет, и пьесу ставит. В этом я вижу, догнать его невозможно, не каждый смертный его догонит. Так, дай Бог еще тебе, до 150 лет. И то, наверное, не времени хватит все об этом написать. Спасибо и поклон. Дорогие друзья, у нас на этом очень хорошем, добром мероприятии присутствуют представители Академии Атмосферы. Сам президент этой академии Аринин Анатолий Николаевич, ближайшие соратники, они Но мы с вами знакомы уже, мы с вами встречались в начале 2000-х. Вот фотографии делал, и 10 лет ждал, когда отдам. В Волжанке мы проводили мероприятие совместно. 10 лет назад фотографии ждали своего, так сказать, владельца. Вот, и 10 лет они лежали у меня. Вот сейчас, как Михаил Николаевич мне сказал, что приезжает Каирос, я все обыскал, нашел эти фотографии, и вот спустя десятилетия принес. Это ему награда за сегодняшний труд. Ну, награду мы за сегодняшний труд другую приготовили. Вот мы долго ждали. Эта книга является актом, я считаю, соединения двух народов, дружбы двух народов, чувашского и немецкого. Эту добрую волю принес к нам Каэльс с Германии. Вот сегодня мы с вами являемся участниками некого действа, то есть прямого действия, которое сближает на один шаг два народа.
И это ознаменовывает мир. Мир, как раз вот о чем говорили выше, так сказать, сказано, названные товарищи, о мире, о дружбе, о доброте, о том, что как раз является антагонизмом войны. Вот это как раз как посол доброй воли, как акт доброй воли, который принес на чувашскую землю Кай Эллерс от немецкого народа побратимов. Поэтому сегодня от Академии Атманасофии мы решили вручить ему орден. Этот орден был утвержден 7 ноября 2014 года. Мы его утвердили в знак того, что считаем, что должна быть историческая справедливость. Исторически мы должны оказывать всякое содействие людям планеты для того, чтобы история соединяла народы, чтобы она давала повод для дружбы, для солидарности. И 30 октября 2015 года впервые был этот орден вручен людям, которые были достойны этого, люди, которые действительно за историческую справедливость. Среди первых награждаемых, в частности, за третьим номером шел Кай Эллерс. Мы ему об этом сообщили по интернету. И, значит, в Германию долго ждали его приезда. Но поскольку орден вручался именно за эту книгу, вот, которую мы здесь также обозначили вот, в наградном документе, он нам передал, что пока я не дописал книгу, я за наградой не приеду. Он человек скромный и очень, так сказать, порядочный в этом плане. Я не заслужил, не могу получить этот орден. Я говорю, когда книгу привезу, тогда вы мне его и вручите. Вот этот орден имени Михаила Николаевича Юхмы, это живой классик чувашского народа. Мы считаем, что ордена должны при жизни человека создаваться, созидаться. А то мы вот, когда вот ушел Андриан Николаев, там, или начинаем говорить, вот, какой был хороший человек, создаем ордена, медали и пытаемся вот этого человека каким-то образом обозначить. Но это неправильно. Человек при жизни должен видеть, что его признали, что он является для своего народа героем и, так сказать, символом народа. Поэтому мы решили исправить эту ошибку и создали такой орден имени Михаила Николаевича Юхмы. И в числе первых 30 числа был награжден уже заочно Кай Эллерс, наш друг из Германии. А сегодня мы рады и счастливы, что мы можем ему вручить уже официально этот орден, значит, и такой диплом Всемирной премии имени Михаила Николаевича Юхмы за номером 003 присуждается Каю Эллерсу за перевод и издание на немецком языке древних болгаро-чувашских эпосов «Аттила и Кринкельте», а также «Илтон Бик», за неоценимый вклад в укрепление дружбы между немецким и чувашским народами, за правдивые книги о современной России. Примите от нас вашего друга, соратника Михаила Николаевича Юхмы. Вот, вам что большое спасибо. Это первый год, который означает свою жизнь. Значит, чуть-чуть вот так. Вот. Хорошо. Лиха беда начала. Трижды героем чувашского народа. Да, я думаю, что остальные награды еще впереди, конечно. И я вам передам такую книгу, пожалуйста. Я это очень ждал. Ну, потом подойду за подписью для музея Академии Атманасофии. Подпишите. Пусть жить у вас. Спасибо. Это в века уже садится. Дорогие друзья, кто еще хочет? Спасибо. Еще больше. Я же дома все рассказала всем. Музыка, когда семья. Да. Как когда семья, не могу сказать.
что слушай, давно дружим. И конечно, как родной брат. Но какие темы то, что мы не говорим? Сюда встанешь, Да не надо. чтобы снимали. Мы какие темы только не говорим, как только не спорим, да, конечно? Все темы, и система образования, и система культуры, какие только и философии, по всем темам все время спорим, все время убеждаем друг друга, но в конце концов все-таки мы приходим к единому. Да, мы будем дружить, дружили, и всегда будет наша дружба крепка. Так ведь, да? Ну, а теперь еще учим. Сначала пока русскому языку, Фредерику. Ну, уже что-то получается. Ну, скоро начнем учить Немецкий. Да. Сегодня Кай, кстати, купил 2 экземпляра словаря русско-чувашский словарь и чувашско-русский словарь. Так что все впереди. И еще покупал книгу детского школы. Да. Как учимся говорить по-чувашски. Так что все хотят уже научиться говорить не только по-русски, но и по-чувашски. Иван, ты учишь говорить по-русски, а я по-чувашски. И Фредерика больше уже начинает говорить по-чувашски. Посмотрим, какие у нее будут. Ну, на самом деле, вот как братья и сестры очень дружно, хорошо друг друга понимают. Дети были совсем маленькие у Кая с Фредерикой, когда вот они, сын-то был совсем Фабиан маленький был, а сейчас уже он взрослый человек, совершенно, да. Так что тоже очень интересно. Все время интересуемся, и они интересуются, как жизнь наших детей складывается, как у них все складывается. В общем, дружба крепка. Когда были в Гамбурге, тоже очень со многими хорошими людьми встретились, подружились. И до сих пор, я вот Кармен все вспоминаю, такая женщина очень интересная была. Она очень хорошо владела русским языком. И такие письма писала, очень много моих рассказов перевела на немецкий язык. Очень интересные люди. Я очень рада, что у нас есть такие друзья. Будем дружить. Вопрос сложный. Вы каждый год приезжаете сюда, да? Ну, почти. В 2018 году приезжаете, Германия чемпион мира, у нас будет чемпион мира по футболу в 2018 году. Через год будет 100 лет повторения революции, может быть, это будет своеобразный год. Пожалуйста, дорогие друзья, вы знаете, Союза писателей Чувашской Республики есть отделение Новороссийское. И вот руководитель Новороссийского отделения Союза писателей Чувашки Юрий Листов сейчас это выступит. Пожалуйста. Ну, в первую очередь, от отделения наше я хочу поздравить Новороссийское отделение, Союз писателей и Союз чувашских писателей. Я хочу поздравить Михаила Николаевича, конечно, еще с одной книгой, которая вышла еще на одном языке. Это большая заслуга. Ну а что сказать насчет Новороссийска? Все работаем плодотворно, хорошо. А в Новороссийске я хочу заметить 80 национальностей. Представьте себе, в одном городе. И что насчет международных проблем? В нашем доме магазин, где турки продают цветы. Когда сбили советские самолеты, я подошел и спросил, как вы к этому относитесь? И они мне сказали, весь народ поднялся. Он же долго не продержится насчет Ротака. Это мнение народа. Ну, если вы разрешите, я немножко прочту из поэмы чуть-чуть. Можно? Давайте. Дело в том, что, прочитав «Тумбейни Шиихма», я проникся мыслью написать поэму, пусть небольшую, но объединить в ней историю Чуваш. Я в ней объединил 23 века, приводя примеры великих личностей и этапы, великие этапы в жизни народа, собственно говоря, начиная от Упунов. Я вот читать его полностью не буду, я начал с Алтарбека, хорошо? Перелистнем себе даты. Страной правил Алтарбек. Булгары сдерживали орды, враг был коварен и велик. А на войне из целей низких корысть опаснее и страшнее.
Она ведет к измене близких и равнодушию друзей. Царь скажет мудрыми словами: могли бы с Русью победить, степную рать, платясь войсками, но тщетно помощи просить. Ослепли названные братья. Когда враги стоят у врат, важны соседские объятия. Они подраться норовят, междоусобные славяне. Им бой на Калке не был впрок, когда Беляр уронит знамя, постигнет их такой же рок. Батый нашел души изъяны, брат Бурундай. Соперник мой уже ударил множе раны, ведомый вражеской рукой. 7 лет я степь держал на месте. Ужасной злобой и месть Беляр посадил, сложим вместе отвагу, доблесть, долг и честь. Все как один поднялись биться, и 45 могучих дней сражалась гордая столица, разя воителей степей. Когда же пал великий город, и битве близился конец, последний мост повел героев от стен разбитых детенец. Не нарушали войны строя, велась песня в россыпь звезд, и был у каждого героя в душе серебряный свой мост. Потом с напевом этой песни качали матери детей. Она звучала доброй вестью сквозь боль времен и горечь дней. Я передам ее, как знаю. Мотив старинный, слуху прост. Ты проводи меня, родная, через серебряный наш мост. И серебра мое сердечко, кольцо заветное возьми, и на меня через колечко, когда простимся, посмотри. Надеюсь, встретишь ты с победой меня на этом же мосту, кто с песней шел, в бою не предал свою надежду и мечту. Папал там пик, правитель славный, погибли дочь, его жена, лежал в руинах город главный, но не кончалась война. Вели борьбу баяны, Джилу, Пачман, Каремный, Оттанчеч, не покорились воли дикой, желая родину беречь. Способны сильные герои на судьбоносный поворот, но сохранить свои устои и выжить может лишь народ. Он пережил разбой Тимуров и тамерланные клинки, ему российскую культуру несли стрелецкие полки. Знал гнет империй, пыл восстаний, дух революции, новый быт. А как же этнос? Что с ним стало? Он также любит, говорит. Он, как река, вобрав притоки и родники других культур, питает главные потоки, не нарушая их структур. Когда-то гунны переняли письмо сагдийцев и парфян. Душевные звучали напевы финнов и славян. Легли татари дороги в местах, где высился Беляр. Повидавшие виды Волги, ростов прекрасный Шапашкар, поднятый волею могучей живительных народных сил. И, подождав удобный случай, я у прохожего спросил: ответь мне, кто ты? Пылкий Тюров, гостеприимный графин, и ранец внук седой культуры, рубаха парень славянин. Уклад народа самобытен, особен облик общий ваш, неповторим орнамент нити. И он ответил: я чуваш. Это почти 9-й перевод Константина Васильевича Иванова на Анспей. Еще кто хочет? Или девушка. Пожалуйста. Дорогой Николай Николаевич, дорогая Роза Ивановна, как я сотрудница библиотеки Бельской Нины Сергеевны. Вот кто из сидящих, дорогие гости, что в 24 года, в 1960 году Михаил Николаевич открыл в библиотеке литературный кружок. Я не перестаю этим человеком восхищаться, и действительно он является нашей гордостью, нашей республики. Спасибо вам. Я была счастлива присутствовать сегодня на этом мероприятии. И это еще говорит, эта книга говорит об этом успехе в вашем творчестве. Вот я повторюсь еще раз, 1960 год. Ему было всего 24 года. Он открыл литературный кружок. И по сей день он с библиотекой, он с нами, он с читателями. И мы действительно им гордимся. Спасибо вам. Мы в библиотеке проводили творческий вечер, поэтому я сегодня с удовольствием присутствовала. Спасибо всем. Вячеслав Курбан. Я в чем удивляюсь? Вот сидят два человека,
дружит. Вот эта дружба переросла в такое благородное дело. Именно, можно сказать, Европе будет знать уже о нас, по-другому будут воспринимать. И еще хочу, значит, так, я по-немецки читать умею, конечно. Учился я немецкому языку. Я даже алфавит помню сейчас, его песни пели. А, Б, С, Д, Е, Ф, К, Х, Й, К, Л, М, Н, П. Куэрести, Уфа, Уи, там дальше вот такие. Так ведь? В 2015 году вот литературу я читал на немецком языке отрывок из поэмы «Наш пей», тоже вот, для библиотеки сделал. Вот. Сегодня, смотря на вашу дружбу, и нам это вот, пример будет это самое. Нам тоже дружить надо с другими, так же вот так вот, как вы уже вместе делают, и культуру с одной стороны, с другой стороны, развивать культуру, друг друга больше знать. Вот. Сегодня я поздравляю вас, господин Кай Эйлерс, с этой наградой. Желаю вам и Михаилу Николаевичу здоровья и творческих успехов. Спасибо. Можно вопрос задать? Кай Эйлерс, а где учились русскому так хорошо? В России. Так, гуляю по России. Как бейби. Слушал и повторил. Это народный язык получается. Поздравления как бы. Чувашский театр что-то. Не опознались, даже, честно говоря, когда шли, не до конца знали, что здесь происходит. Мы художники, вот в отличие от писателей, поэтов, кто здесь собрался, ну вот мы русские еще, да, к тому же люди. И очень приятно, что мы сюда попали. Вот даже Миша сказал, ну если тебе там не понравится, ты можешь уйти пораньше, там, ну, ты остался до конца. Это для меня это о чем-то говорит. Да, и я вот попала сюда тоже совершенно случайно, в воскресенье на другом мероприятии я увидела Фредерику, и мы выяснили, что, оказывается, около 16 лет назад я была на занятиях Фредерики по эвритмии, и у меня до сих пор очень сильное впечатление. И вот в воскресенье было еще одно занятие. Для меня это что-то такое очень сильное, очень глубокое. Вот с вами, Карин, тоже, что вот знакомились тоже в воскресенье. И мне очень приятно здесь быть, все очень интересно. Миши, Михаил Николаевич, вашими книгами, особенно «Боги и герои» чувашские, мы как таким учебным пособием, я не представилась, я преподаватель Чебоксарского художественного училища, Ольга Садовникова, керамист, и мой муж Михаил Садовников. Вот мы ваши книги как-то используем, когда работаем с чувашской темой. Вот я рекомендую всегда. Вот очень много какого-то интересного такого вот за сегодняшний день я для себя открыла уже. И завтра Кай и Фредерика приглашаем вас к нам в мастерскую. Я заранее предупреждаю, у нас там такая рабочая немножко в процессе переезда обстановка. И если кто-то еще хочет к нам присоединиться, то добро пожаловать. Завтра в 10, в 11 утра. Михаил и Роза тоже вас приглашают. Я хочу еще что-то сказать. Это мой друг Кунер, он из Москвы. И специально пришел к вам сейчас, чтобы снимать, что здесь происходит. Мы вместе работаем на интернетном газете, который передает знания о России нашим. Как мы работаем, как мы работаем интернетом и сейчас снимаем. И я благодарю тебя, Кунер, очень, что ты пришел, чтобы меня нам помогать, показать, что здесь был. Это будет фильм, который показывает у нас вот это мероприятие. Михаила Николаевича с 2003 года. Вы знаете, я рада тому, что присутствую здесь сегодня. Я немножко опоздала. Но сразу хочу сказать свое восхищение исполнением Фредерики.
Потому что музыка, вот знаете, когда я приехала с севера на Чувашскую землю и услышала Августу Михайловой, Уляндину, я поняла, что это самородок. У музыки нет границ, у слова нет границ. Понимаете, мы все одна семья. Люди, живущие на большой планете Земля, мы все одна семья. Но как в любой семье, дети разлетаются по разным местам, и вот связь каким-то образом поддерживается. Точно так же и народы разлетелись в разные места, но находят вот эту вот связь, соединяются, радуются этому общению. И я счастлива, что вот эти два человека, 4, 5, 6, 10, 100 тысяч находят друг друга. Михаил Николаевич, то, что делаете вы, это вот, знаете, подходит к словосочетанию сотрудничество без границ. И не зря вас называют гражданин мира. Поэтому вот вы все сегодня, думаю, убедились в этом, что на самом деле гражданин мира. И я рада, что сегодня мы присутствуем на таком замечательном мероприятии, потому что все мы от этого получаем просто огромнейшее удовлетворение. Ну, а как поется в детской песенке, дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг, друг в беде поможет, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. еще раз поблагодарим нашего доброго друга, большого немецкого писателя, ученого, политолога Кая Элиса за такую великую работу, которую он сотворил для укрепления нашей дружбы. Спасибо тебе большое. Больше и больше. Спасибо вам, Фредерика, что вы воспитали такого большого. Я знаю, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Или наоборот, за великой женщиной великий мужчина. Спасибо вам большое, Фредерика и наш Михаил. И, дорогие друзья, заканчивая, если можно, наш чувашский народ хочется поднести вам подарок. Флаг Волжской Болгарии. Ой! Государства давно нету, но мы, наследники этой страны, вот разработали флаг.
Ваши снага. Моя вот Это уже номер 1. Спасибо. Есть еще желающие поступить? Пожалуйста, пожалуйста. Давали, я с вашим автобусом все время хвалю места в Казахстане. Такой великий немец подписал книгу «Болгара Чуваши». Вы написали на русском, вы написали на немецком. Жалко, что на чувашском еще не написали. Спасибо вам, Михаил Николаевич. Вас тоже поздравляю с вашим юбилеем. Я поэтому и тут приехал. Я уже сказал. Все, больше ничего.